При въезде в поселение Чемульга одна из главных проблем сразу становится очевидной. В селе нет полноценного образовательного учреждения. Об этом говорят и на сходе граждан, который как раз проходит в стенах школы. В маленьком аварийном здании 60-х годов всего 4 кабинета. В селе около 60 школьников учатся в 2 смены. Здесь нет ни столовой, ни актового или спортивного зала. Физкультурный сезон открывается с наступлением весны и лета на улице под открытым небом. Более того, в школе можно проучиться лишь до 9 класса. Выпускники вынуждены доучиваться в школах других населенных пунктов. Вот эта школа, я еще начинал, она была построена до меня. Более 60 лет этой школе. Вы видите сами, как казарма. На все аргументированные требования жителей представители села, понимающе кивают головой. Очевидно, что школу строить нужно, и она будет построена. Строительство социально значимых объектов, таких как физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, школа и фельдшерско-акушерский пункт в селении Чемульга планируют в 2018 году. Для решения назревших проблем всегда нужно время. До этого дня в селе были острые проблемы с водоснабжением и разбитыми дорогами, а теперь это осталось позади. Селение Чемульга основано в 20-е годы прошлого века, расположено на правом берегу реки Асса. Здесь проживает более 1500 человек. В последние годы село постепенно исчезает, так как молодежь все чаще переезжает. В селе работы как таковой нет. Жители Чемульги готовы возделывать землю и тем самым обеспечить себя заслуженным хлебом. Любой овощной культуры зерновой, лилия нахдытва. Мы полностью аграрные, и колхоз нахдытва. Любой даюги, хайохги, выпачалкин, даюатки, дадидер хадейдых надежда, трейны сискали угицына. Издых нахьязда, на сегодня день. На территории села нет крестьянско-фермерских хозяйств. Все земли обрабатывает ГУП Нестеровская. Администрация планирует создать сельскохозяйственный кооператив, который позволил бы жителям села обрести рабочие места. Ведь других перспектив решить проблему безработицы пока нет. В основном это нас держит животноводство. Вот люди держат крупный рогатый скот. И вот кормовая база, чтобы вот этот вот вопрос решить, вот это, думаю, вот связано с этой землей, мы этот вопрос, наверное, скорее всего, снимем. Все вопросы, озвученные на сходе граждан, обещали решить как в местной, так и в районной администрации. А жители одного из отдаленных сел Ингушетии заверили, что все будет со временем. Залина Магушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.